Вот слышно, как туран лает жалобным голосом. Оставили его. Мы с Айдой идем к речке. Сходим к речке, давненько уже там не были. Сегодня 19 июля. Посмотрим, как там. Самый крутой способ подлатать ямы в селах и деревнях. Это когда разбирают старые печи и вот кирпичи, камни, все в яму закидывают. Это лучше, чем мусор. Как обычно, по своим тропам, по своей дороге вот иду. Сейчас кругом заросло, по пояс там сено, тропинки даже не видать. Все красиво. Солнце сегодня, ветер, вон кошка. Кошка спокойным шагом идет. У Наташи начали цветы цвести. Картошка цветет. По видео, весеннем видео вы помните, что происходило у них. Все нормально. Все наладилось, одним словом. Вот вам и козы. Десятки раз мне уже писали, чтобы я держал коз. Но мне это не надо, ребят. Если из скотины, самое любимое, что я любил держать в хозяйстве, это корова и теленок. Если на мясо теленок год так держишь, и на целый год мясо. Возле моста очень много машин. Уже перешли речку, вон там машин 5. Тут 3 машины. Вода очень маленькая. Никого из людей не вижу. Ну и прохладно сегодня как-то. Ветер северный. Вот волны идут прямо от севера. Дует ветер. Холодно. Ну, самое это для работы. Думаю, завтра мы с Денисом снова поедем на первую избу. А сегодня уже выйдет первая серия очередного сериала. Завтра, возможно, ну, как сказать завтра. Если видео у меня не выходит, значит меня нет дома. И может я в лесу или в городе. Наша лодка. Так, ну что тут? В принципе, все нормально. Я вот по второму разу покрасил лодку. Сейчас краска держится. Она цинкарь. Ну, цинкарь отталкивает краску, оказывается. Я что-то там неправильно, видимо, помазал цинкарем. На лодке пока до августа никаких походов не будет. Может быть, в августе, думаю, куда-нибудь съездим на рыбалку. Может быть. Просто ужасная вода сейчас. Ну, вот сейчас мы здесь видео снимали, купались мы тут. Тут яма где-то 1,50 м, 1,70 м глубина. Глубже нету. А там вот ниже, ну, чуть выше моста. Отсюда ниже, а чуть выше моста. Там люди вообще лодку
как сказать, на руках таскают. Тащут, одним словом. По колено воды там, ну, на моторке не проедешь. Наконец-то живой человек появился, он там. Он обалдеет. Сейчас следующий поход. Вот завтра вот сериал выйдет у меня. И у меня обе собаки будут в кадре. Я брал обеих собак. А уже в следующий поход я Айду не буду брать. У нее ноги слабые. Как бы бежать не может за машиной. Да и слишком, блин, подлиза что ли. Под ногами все время крутится. И мне это тоже начинает надоедать, раздражать, я не знаю. Слишком уже она как-то... Тулан, конечно, он собака вообще серьезная. И много надежды от него у меня. Так что только буду брать Тулана. Больше будет походов с Туланом, чем с Айдой. Вот. Ну, как будет все, вы увидите. Там, конечно, травы на другом берегу очень много. Можно спиннинг покидать. Не знаю, рыбу ловят, не ловят. Да и что-то люди говорят, что вообще не ловится рыба. Да большинство сейчас, наверное, из села там, у кого есть силы, желания, возможности, все бегут в лес зарабатывает, собирает морожку. Морожка поспевает потихоньку. За одну ходку, вот, скажем, человек пошел за ягодами, если знает место, где собирать эти ягоды, за одну ходку он собирает от 1,5 до 3 тысяч рублей в день. Ну, примерно так. Не меньше. Потому что в этом году морожка есть. Не знаю, по какой цене уже сейчас принимают. Но когда я знал, принимали за 1500, ой, обманываю, за 250 рублей. А сейчас какая цена, не знаю. Просто чем меньше будет ягод идти с тайги, тем больше цена будет подниматься. Скажем, первые недели, когда принимают, люди много собирают, и цена меньше. В прошлом году вообще тоже цена очень дорогая была и на клюкву вроде, но и ягод не было. И в прошлом году на клюкву очень хорошая цена была. В общем, у кого поясница здоровая, они собирают ягоды, зарабатывают. Кто на что, кому на что нужны деньги. Кто-то крышу меняет, там профильные эти берет, профнастилы. Вот так. Сейчас мне обращались тоже насчет лодки. Ждут тоже, когда я буду снимать лодку. Но в этом году у меня точно не будет фильма, как я делаю лодку. Если рано или поздно, может, в будущем году, или когда я буду делать, я все поснимаю. У нас в деревне так на продажу, в принципе, есть мастера, которые делают. Есть мастера, кто нормально делает, а кто так, тяп-ляп. Вот эта лодка мне нравится, вот, ребят, смотрите. Но этот человек-мастер сейчас занят. С Помождина сейчас один подписчик тоже вот спрашивал насчет лодки. Ну вот я бы посоветовал этого мастера, вот, кто вот эту лодку сделал. Вот смотрите, какая. Вообще
Мне нравится, вот как-то вот очень даже хорошо сделана лодка. Но примерно там я маленькую лодку делал, показывал. Принцип также одинаковый, если самостоятельно сделать. Скажем, 5,50 длиной, если сделать, примерно вот такие. Поперечный упруг. Раз, два, три, 4, 5 штук надо. И вот заднюю часть там у меня острие там, когда маленькую лодку делал. А здесь просто доской ставишь и все. Середина лодки примерно 90 сантиметров. Не шире, я думаю, не надо шире сделать, потом не будет, плохо будет идти. Задняя часть, где вот моторка вешаете, где-то 80 сантиметров, как бы сужается задняя часть. Это я говорю тем, кто вот, кому хочется сделать самому лодку. А по идее там, как я делал маленькую лодку, принцип тот же самый. Просто вот на маленькой лодке только одна доска, а здесь вторую доску сделать. Высота примерно 35-40 сантиметров. Даже 40 сантиметров, не выше борта этой лодки. Вот. А так, больше помочь ничем не могу, потому что я пока лодку делать не буду в этом году. Как и обещал, я, конечно же, номер телефона дам этому товарищу, кто с Помоздина. Созвонитесь, и думаю, желательно вот этого мастера. Потому что эта лодка идет хорошо. Очень даже неплохо. Ну что, к мосту уже не будем идти. Там ничего не поменялось. Все так же. Развалины и все. Мост не сделали и не будут делать никогда больше. Пусть Айда побегает. А мы с Туланом уже завтра или послезавтра на избу поедем, он там набегается. Все время также спрашиваю насчет боровой птицы, и как-то особо не говорят. Ну, ягоды кто собирает, не так много говорит, встречаем. Вот. Ну что еще тут добавить? Не знаю, наверное, такой кружок, как обычно сделаю, там пойду. В принципе, немножко поснимал там. Сейчас в деревне там похоронили, еще вот такие новости, похоронили солдата Великой Отечественной войны. Нашли вот, когда вот ищут, копают там, нашли, короче, кости и уже медальончик или что там, где вот пишут адрес, имя. И этот человек, оказывается, с нашего села был. Похоронили с почестью там. Снимать не хотел. Надеялся на других блогеров, как бы у нас в селе. Не только я один снимаю. И обычный быт. Ну, не стараюсь, как бы, если один там снимает, крутится с камерой, я не стараюсь там быть. И так получилось, может быть, они также надеялись на меня. Как-то не договорились с ними. А лично я, если увижу кого-то с камерой и снимает эту же тему, я поворачиваюсь и ухожу. Мне это не хочется делать. О, Ванька. Ванька за ягодом идет. Такие делишки. Похоронили, там салютовали. Уже с оружием, там солдаты были.
Ладно, пойдем дальше. Мальки там, смотрите, сколько их. Как будто дождь идет. Очень много мальков. И тут глубина этот 2 метра почти. Яма тут. Да. Ключ. А, а выходит, а куда он потом девается? Ключ? Но. Вот отсюда идет моего колодца. На. И там, где зеленая трава, там. Но там выходит. А с этой лужи потом куда он девается? Так куда он? Там и выходит. Но все равно, если полностью ключ идет, куда-то должен вытекать. Или испаряется. Нет, там вода, озеро. Если остается, На. Егорка, блин, застрял. вот и глубина, и хочется. Заходила, аж ноги сводит. Да. Ледяная вода. Холодная, да. Да. Я и не знал. Смотри, мальков-то сколько тут. Вот поэтому они не умирают тут, да? Да. Потому что свежая вода, если Да, выходит. всегда. Интересно, я не знал, честно. Я думал, это тут вода просто стоит. А, может из-за этого она уровень так держит. Или там тоже сверху заходит, или там закрыто? Там закрыто. Закрыто? Не знал. Да. Так что можно разводить здесь рыбу. Ты этот, как форель сюда привези. Ага. И будешь разводить. Вода чистая, отруб там щепотку кинул и... А тут дамба Новый самодельная. денег надо вложить, Но... чтобы Потом придут, поделись, скажут, давай. он скажет, плати. Да, это стопудово. Это, блин, сразу кто тогда придет. Ну. Ай, да. Вот такие сажают, чтобы как-то прижилась или корни спустила, чтобы удержать вот этот берег. Смотрите, что творит река. Ни разу уже тоже снимал. Это уже, думаю, надо помощь от сельсовета, потому что до дому осталось буквально 6 метров. Год-два и уже до забора дойдет. А виной все это остров. Чтобы как бы с острова этот остров убрать. А людям также нельзя песок взять, да? Песок, телегу песка нельзя взять. По закону не разрешают. А этот, как бы этот остров держит воду, и вода идет на дома, который берег уходит отсюда. Одним словом, все против людей. Мешками можно. Вот ты пришел, мешок взял, иди неси. А с телегой, уже с техникой, это уже нарушение считается. Такая жизнь. Ну что, в принципе, наверное, или так-то они не приживаются, так же они, да? Если козы не грызут, приживаются они, да? Если козы не грызут, На, да, приживаются. приживаются. Прижились там несколько, но козы потом все равно съедают. Съедают. Козы это любят шкурку, съедают капитально. На. Не, серьезно, это, ребята, уже идет дело к дому. Вон. Сейчас видео тоже смотрел, когда на глазах дом вот в реку ушел, в полноводье. Вот прям ушел и уплыл, все развалилось там. Уф, как будто взрыв пошел. Вот такие дела. Что там, Егорка, давайте сходим. Что он там буксует, если успею. Тоже, наверное, вещи перетаскивает. В лес идти собирается.
Самодельный транспорт у него. А за моторкой он ходил. Что-то тяжело едет. Не успел. Убежал. Здравствуй, Галя. Ошеню-то снимай ты ж ты. Я гора суада пушнись. Jag har en kol! En kol! Çöç munam. Mene pukşaka kuskasaz. Ah. Kurulma sepete. Ah. Şurada bir tane kuşirisi. O, шутит-то. Вроде дядя Микити, я скоро сейчас спит. Ну и лавы. Ах ты. Скорость не выходит. А бу? Микити, колом чуть его молотен скоро сейчас чули. Жестко заходит нас. А, А мы потом сейчас ставим забор там бурить. вода кос, да. Маленькая вода. Та щетка сейчас откайден. А, Дайка можно поставить. Не чистить, горшить. Винте перейдем в перситы. Как сколько там воды. ну. Вот ты гагас у тебя высокая. Кусы. Там и двигатель. Минск. Слабджик, да. Лифан 20 с лишним, наверное, двигатели. 13. Колеса от ЛАЗ. ВАЗ. Что за ВАЗ? Жигули. А. Ну, потом ремонтировать будешь ты это. Редуктор. А чтобы редуктор снимать, надо двигатель тоже снять. Почему? Скорость тягаешь из гайка сарачена, еще 100%. Конструкция другая, не как у ветерка, да. Мики есть. Кепенец тягастен, мики орцы. Все говорит сужно. Примерно на 50 километров сколько литров он жрет. Как-то на я весной уже спрашивал тебя. Литров 10 уйдет на 50 километров. Он же... Больше. А не, это же. Вот ты видишь, выравочь, кушаем тут мы кукемлис литра. 8 литров. Да, кутять. Ты видишь, До Севидора. се квай борося квай нахме. Но се выравоче кушкатнике унжик. 60, на 60 километров 8. 8 литров. Но не скажу, что он обжора. Нормально. Раньше техника была, вихры у нас, блин, 2 вихря было, вообще он обжора был. Были ветерки также, блин. А сейчас, что вот Судзуки, скажем, по экономии очень хорошо. Ну да. Сейчас новые моторы, конечно, лучше. На чем? Ветерок 8, 20 литров. А на этом 8. 25. 20. А на этом 8. Экономия сплошная. Вот, ну-ка по-русски это скажи. Мне не верят многие подписчики. У кого? У Коли? Да. У какого? Это кто? А, с Алексеевки? О, Судзуки 6 также заклинила. Коли заклинила. Тоже заклинила.
Дядя Коля на стреле ездит, дядя Коля на ветерке. На ветерке. Говорит, двухтактный. Перешли Да. обратно на Это российский. X5, говорит, куплю. А. Вот у меня частенько тоже вот ломается, а мне не верят, что вот Судзуки, говорит, неубиваемый. Также один хрен ломается, такой же кусок металла. Это, наверное, если на море ездить, на хорошем топливе. Здесь говорят. Японец не ломается, японца ломают. А, японцы ломают. Одну хайду ломали, не было. Ну, так что услышали насчет Судзуки. Топливо закончилось. Или так и берет он, да? О, дура, где-то, наверное, вау, Топливо, вода. А, бак-то уже худой у тебя. Так, Егорка, надо обновить двигатель. Да. Конструкция, конечно, мягкий. Этим пашешь и все делаешь ты тоже, нет? Только так таскаешь сено, картошку. А, силы не хватает. О! Вот она, российская техника, блин. Вот так. Поехал. Скорость прибывая. Да, пошел. Ладно, ребят, я тоже буду заканчивать. Я пойду за ним. Погуляли, пообщались. Одним